вітаю ўсіх, хто не шкадуе вольнага часу, каб пабыць з намі гэтыя некалькі дзесяткаў хвілін. Сёння мы трымаем накірунак на Салігоршчыну. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае. А я радая павітаць вас яшчэ раз ужо адсюль са сталічнай студыі. У чэрвені мы зладзілі вандроўку ў Салігорскі раён і сёння сабраліся тут, каб абраць песню для гурта «Дэвайсы». Прывітанне, хлопцы. Привет. Прывітанне. І найперш, як заўжды, знаёмімся. «Дэвайсы» створаны ў сярэдзіне 2012 года гітарыстам гурта «Дразды» Максам Осіпавым. Песні ягонага аўтарства і сталіся асновай рэпертуару калектыву. Творчае партфоліо складаюць 2 відэакліпы, удзел у шматлікіх тэлевізійных праектах, фестывалях, перамогі не толькі ў айчынных чартах, але і ў краінах Балтыі. У канцы ускрасяла, дзе лебёдкі селі, адна хату падмяла, а другая сені. Далёка, далёка дорога, далёка чужая сторона. Ой, ехал мой милый далёка, я засталась одна. Коли ж ты, мой милый, приедешь, коли ж ты меня заберешь, коли ж ты меня молодую законной женой назовешь, коли ж ты меня молодую. Старажытная вёска Восава сустракае нас цудоўным надвор'ем і будзе яшчэ гарачэй, калі мы пазнаёмімся з тутэйшымі спевакамі. У неделю рано, раненько, где соловей песню спевал. Ой, вхожу я в хату тихонько, где свёкор листочек читал. Подыди, невеста, поближе, послушай, что муж написал. И он пишет, что другую мае про тебе сказал забывай. А я и ничего не сказала, но только ответила одно: про его совсем позабыла, но только детина его. Ой, люли, сыночек, я буду тебе колыхать, бо мне треба сесть за стол. Першы ўспамін пра вёску Восава датуецца 16 стагоддзем. Кажуць, тут некалі паны пасеклі дрэвы. Пазней мясцовасць уваходзіць ва ўладанне радзівілаў, а ў другой палове 19 стагоддзя ў складзе маёнтка Дзякавіча князя Вітгенштэйна. У 1917 годзе ў вёсцы 45 двароў пражывае 292 жыхары. Ой, там на горе в шелковой траве ходи, гуляли пора голубей, ходи, гуляли пора голубей, ходили
вас сюды до нас у мінскую студыю, дзе мы разам з удзельнікамі гурта «Дэвайсы» шукаем песню годную для іх. Я разумею, што «Дэвайсы» гэта гурт хутчэй гумарыстычнага напрамку. Як вы ввогуле ставіце да такіх лірычных і вельмі, я давно сказала, трагічных песняў? Я бы, честно говоря, не сказал, наверное, что совсем так гумористичный. Наверное, люди так больше воспринимают это, мы-то это на полном серьезе. А по поводу текста, ну, грустный текст, это очень характерно вообще для славянского фольклора, для такой тематики народной. Мне очень даже нравится, мелодика нравится, красиво. Я так зразумела, што з песняй вы пакуль не вызначыліся, так што ёсць нагода яшчэ раз вярнуцца ў вёску Восава. Што мы і робім. У некалькіх кіламетрах ад вёскі Восава знаходзіцца Чырвонае возера. Чаму ён так называецца, распавядае тутэйшая легенда. У даўнішнія часы называлася возера князем. Служыў гэтай мясцовасці ваявода Пуцята. Аднойчы напалі на княства ворагі. Пуцята мужна абараняў княства. Шмат людзей загінулі ў той бітве. Загінулі і два сыны слаўнага ваяводы, а вада ў гэтым возеры стала чырвонай. У неділю рано на базар я собралась, разбудила своего мужа, да и полезла продавать. Разбудила своего мужа, да и полезла продавать. Покупайте человека, и он хороший у меня. Не водку и не курышей, да ношину не. Заплатила мне 7000, да и немного полела. Заплатила мне 7000, да и немного полела. Усего я накупляла, да и поехала домой. Только ножка ночевала, да и вернулся муж домой. Только ножка ночевала, да и вернулся муж домой. Вам советую, женщины, не куплять чужих мужчин. Купляйте до своей жонки, ты останешься нищим. Зноўку вяртаемся ў мінскую студыю да гурта «Дэвайсы». Ну, ўсё ж такі песня больш, скажем так, жаночая. Ці вы б маглі яе ўсё ж такі праспяваць? Ну, мы могли бы ее как бы ретранслировать.
Ну, это ж не обязательно быть от женского лица, чтобы спеть. Ну, радует то, что сохраняются традиции, и это вот, ну, используется, причем, насколько я вижу, в таком в большом количестве, и настолько все разнообразно, какие-то и пояса. Еще и, возможно, они это все сами делают, шьют. Акуратка падтрымаць гэтую тэму, давайте разам паглядзім наш сюжэт. Вышивать научила мама. Раньше они крестиком вышивали, а потом уже в наши молодые годы стали гладью называться. Это называется гладью. Ну, вот вашу кашу. Это я сама. А маленьким нам дозволялось гусей пасвить, свиней на выгоне. И у каждого в руках что-нибудь. Кто вяже, кто вышивая. Я вышиваю. Сколько себе помню, столько и вышиваю. Муж узял с посагом, да? Да, да. Ой, які пасах старейшие сестры идут замуж. И мои вышиванки с собой берут. Бо треба же было нечто в куфар покласть, было что. У нашей вёсцы амаль усе женщины ходили у таких белых блузочках и фартушках, вышитых одинаково. И мне стало цікаво, говорю, мама, кто это так хорошо повышивал? А она рассказывает, что на Украине был великий голод, и украиночки пошли по вёсках прокормиться. И пока вышивают, живут у этой семьи, ночуют, и все. Вышили, зробили все, и в другую семью. Так и зимы они перезимовали. Я вышиваю, мне так это подобается. Я так крестики читаю, не успокаиваю. Это недобро. Сказал наш директор, если ты вышиваешь, значит, у тебя все добро. Значит, спокойно. А если ты вот не вышиваешь, значит, у тебя какие-то круг. Я говорю, Николаевич, да. Мы все еще ў вёсцы Восава, што пад Салігорскам. Па ўсім відаць, што тутэйшыя палескія крыніцы насамрэч невычэрпныя. Центральная Беларусь, вёска Восава Салігорскага района. Мы паглыбляемся ў яе мінулае. Пасля вайны адкрылі ў Восаве пачатковую школу і клуб, а з цягам часу аднавіўся калгас. Называўся ён Парыжская камуна. У 1959 годзе да яго быў далучаны калгас імя Леніна. На 1 ліпеня 2009 года у вёсцы 111 двароў і 285 жыхароў. Незаметно
ніхто не ворониє. Дай поїдем нагонять годи молодые. Дай поїдем нагонять годи молодые. Нагнала я своего на коне на мосте. Вернитесь, мои годы, вы ко мне не в гости. Нагадаю, що ми у Мінську з гуртом «Девайси» вибираємо для їх пісню. Так само пісня, яку особисто я у різних варіаціях чула не одного разу. Смысл нам понятен, и смысл понятен, почему так невесело поют об этом. Мне вот поразило немножко другое, когда камера перешла на мужчину слева и с корзинкой. Вот это шоу, вот это классно, оригинально. То есть никто там не пляшет с бубном, а вот настоящая национальная культура, фольклор, да, вот эти корзины делать. Я помню, у меня дедушка часто, когда ездил на рыбалку или сено там косить, он тоже в обед перекусил и собирался, вот он шел куда-то там в лес, собирал лозу и то же самое сидел, но правда не под такие песни, а под шум ветра в поле, и тоже плел вот как это называется, кошики. Кошики, я тільки хотіла тобі за увагу зробити. І якраз у нас з вами і у наших телеглядачів є нагода познайомитися з гэтым персонажем ближэй і засвоїти технологію. Акурат для вас і для усіх нас ми вернемся у Восово, каб паглядзець гэты тэматычны сюжет. Научил меня плести мой батька, да. Он плел. Плетутся эти кошечки с обыкновенной лозой. Это называется верболоз. Так простая лоза до каналомится, а то специально надо обрыгнеться. Она не везде растет. И там для нас растет в таких ямах. Сначала, это вот обручики. Закладываю один в один вот сюда и этой лозой привязываю. Называется это вот то, что привязывают кузики. Это мы называем. Ну и вот потом высруваю. Это вот прутики, называется ребра. Мы назовем их ребра. Вставляю этот конец в этой кусик, назовем и в этой. А центр выкидываете, да? А центр выкидывает, бо он центр ломится к перегинаю. А боковинки этот мягкий. А ён кошик же мусить высыхать, да, стоять? Да, высыхает. Ну. Я уже с 50-го года их плету. Я давно плету, это кошики. Ну, вось такая песня, все, как вы любите. Баян, бубны, что скажете? Весело, празднично. Мне Столько нравится. метафоров. Поломали яблоньку, зато посадили грушечку. Ну, мне больше нравится с музыкальной точки зрения. Мелодика мне, в принципе, близка. 2 аккорда, мне кажется, что аккорды можно даже не менять, оставить. Вось такую песню полічылі годнай для свайго выканання ўдзельнікі гурта «Девайсы». І цяпер у нас ёсць магчымасць паназіраць за пэўнымі момантамі яе рэінкарнацыі. Тебе удобно, комфортно, баланс?
Ну да. Ну все, тогда начинаем. Да, более длинными. И сейчас, смотри, сейчас пойдет проигрыш этот, ну, после бриджа. Можешь тоже сверху, максимально вверху картошечками такими. Як вы змаглі зразумець, з гэтага моманту старажытная народная песня загучыць на новы лад. Так што вы можете паслухаць і ацаніць. І, канешне, вяртайцеся да нас роўна праз тыдзень. Убачымся. З ярмарки, ой да поламали яблоньку, ой да, ой да, ой да, ой да, да, ой да поламали яблоньку, ой да поламали яблоньку, ой да посадили грушечку, ой да, ой да, ой да, ой да, да, ой да посадили. Посадили грушечку, ой да на девочку душечку, ой да, ой да, ой да, ой да, да, ой да на девочку душечку, ой да расте груша садова, ой да ты девчина молода, ой да, ой да, ой да, ой да, да. Ой, да ты девчина молода, ой, да ты девчина молода, ой, да ты выйдешь за меня, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, да, ой, да ты выйдешь за меня. Ой, да за тебе